Я могу, если хочешь, тебе до рассвета присниться, рассказать о грядущем или вспомнить о чем-то былом. Я могу, если хочешь, к тебе прилететь, словно птица, и ресниц удивленных тихонько коснуться крылом. Я могу, если хочешь, стать тверже любого алмаза и дорогу тебе прорубить среди сомкнутых скал и увидеть простор, о котором когда-то мечтал. Я могу, если хочешь, гореть маяком, озаряя непроглядную темень, единственный путь кораблю. Прикажи, если хочешь, мне все по плечу, дорогая. Все я сделать смогу, потому что тебя я люблю. Ты что, заснул, что ли? Куда смотришь? А! Труба! Труба! Сколько раз я тебе говорил, не отвлекайся во время работы! Ну я тебе! Заур! Мурат! Идите сюда!
Проведем собрание. Товарищи, как известно, и на сегодняшний день наши показатели не улучшились. Мы по-прежнему плетемся в хвосте соревнований. В чем причина? Кто мне может объяснить? Кто? Почему бригада Нафисат и бригада Ахмета работают хорошо, а мы плохо? Почему? Сколько это будет продолжаться? До каких пор? Хорошо. Ой, Нафисат, какой все-таки хороший голос у Ахмета. Баритон, лирический. А когда вы поете вместе, заслушаться можно. И засмотреться. Ой, что вы, девочки. У нас все-таки еще не важно получается, а фестиваль на носу. Важно занять на фестивале первое место. А тогда прямой путь в Москву. Вдруг станем лауреатами. По телевидению выступим. Ахмед, а как ты думаешь, вот нас могут взять в ансамбль «Ариэль» или «Самоцветы»? Валлаги. Если займем первое место, мы свой ансамбль создадим. Ага, здорово. Тут наши не пролетали? Пролетали, пролетали! Туда полетели! Туда? Внимание! Скорый поезд номер 71 Москва-Нальчик прибыл на первый путь. Иди сюда! А искры улетают из топки паровоза. Эй, эй, сюда! Уважаемый! В глазах моих тревожных Такси! вспыхивают слезы, а губы шепчут, что же делать мне с тобой. Махмуд! Куда же вы? А чемоданы? Зачем это? Ну что вы, Махмуд? Это принесет вам счастье. Махмуд, уже начинает действовать. Поздравляю тебя, дорогой! Я же тебе говорил, испытанное индейское средство. Спасибо тебе, Махмуд. Спасибо. Чао. Чао. Спасибо. Дети есть? Одна дочь. Дочь? От меня. Тени для глаз. Экспериментально-косметическая лаборатория Одесса. Спасибо. Какие тени? Дочке 5 лет.
Дорогой, не торопись. Езжай медленно. Хочу полюбоваться. Лучше нашей природы нет нигде на свете. Клянусь честью. Ни Швейцария, ни Япония, ни Бермудские острова, ни Канарские. А все не то. А ты что, там был? Можно считать, что был. Телевизор у меня цветной. Клуб кинопутешествий смотрю. Наши края что не показывают по телевизору? Мог бы не приезжать, раз цветной телевизор имеешь. Нет, это совсем другое дело. Во-первых, я соскучился по родным местам. Давно дома не был, понимаешь, а? Разве телевизор тут поможет? А во-вторых, сестра у меня здесь. Пора замуж ее выдавать. Подарок я везу. Магнитофон «Спутник». 903М. На свадьбу, значит, едешь? Для свадьбы нужно сначала жениха подыскать. Сестренка сама разве с этим делом справится? А у меня как раз отпуск. Да, девушкам такое важное дело доверять нельзя. А то влюбится в кого-нибудь из этих, знаешь, с длинными волосами, с гитарой. Какой это жених? Вот поэтому и еду. Объявился у нее один такой. Сама написала. Песнями ей голову кружит. Хочешь, автобус остановлю? Как это? Смотри. Как это так? Так, парапсихология. Где увидишь еще такого джигита? Эй, да это ж Заур, односельчанин мой. Жаль, вышел из гипнотического поля. Слушай, друг, давай развернемся и догоним его. Заур! Заур! Ты что, земляка не узнаешь? А, Махмуд! А я тебя сразу узнал. Ты первый земляк, кого я встретил. Хороший конь. Слушай, Заур, ты куда едешь, а? К геологам. А? Заур, будь другом. Поезжай туда в машине, а я в наше село на коне въеду, а? Давай махнемся. Давай. Подожди, я договорюсь с шофером. Слушай, друг, вот тебе деньги, я поеду на коне. Привет. Заур, садись в машину. Ну, родной. О! Вперед! Да, это факт. И цветной телевизор здесь не поможет.
После того, как вывихнул ногу, с заготовкой пришлось покончить. И что, ты ушел из цирка? Да нет. В цирке я остался. Не могу уже без него. И что же теперь? Работаю ассистентом гипнотизера. Интересный у нас номер. «За порогом сознания» называется. Ну, я собственный номер хочу подготовить. Кое-чему я у своего шефа научился. Ой, что это ты? Задумай число. Быстро. Задумано. Крепко думай. Еще крепче. Еще крепче. Итак, говорю, задуманное тобою число. Это число 4. Нет, 5. Ну, на 1 единицу ошибся. Раньше погрешность больше была. Расту постепенно. О, что я вижу? Смотри-ка. Да, этот снимок еще цел. Смотри, не забыл. Как забыть? Вспомнил детство. Да. Родной дом, детство, кониферма. Это на всю жизнь, Нафисат. Но годы идут. Об этом нельзя забывать. Ты уже невеста. А, мои вещи уже прибыли. Вы уже здесь? Порядочек. А я вас дождался. Не в службу, а в дружбу. Заур, занеси вещи в дом, а? Слушай, друг. Может, зайдешь в дом, отдохнешь немножко? Да у меня смена кончается, спасибо. Ну, тогда возьми сувенир. Что это? Сусло кваса, экстракт, экспериментальный образец. О, спасибо. Бочка кваса Спасибо, выходит. спасибо. Слушай, друг. А? Ай, забыл. Это куда? А здороваться разве не надо? Надо. Я тебе ведь кивнул со двора. Я не заметила. Поставь здесь. До свидания. Какое до свидания? Так не полагается. Сейчас отметим мой приезд. Это тебе почтальон только что принес. Ой, опять пластинка. Какая пластинка? Сейчас услышите. Эту песню, как и все предыдущие, я дарю тебе, Нафисат. Кто это говорит? Если бы я знала. Нет для меня не просто ты красива, ты цвет весны, ты небо бирюза. И вижу я, как колосятся нивы, когда лучатся твои глаза, когда лучатся твои глаза. Темнеют дали, если их туманит непрошенная горькая слеза. И вижу я, как лук альпийский вянет, когда печальны твои глаза, когда печальны
лесной, и тени заревые, и детский смех, и звонкая роса. О, милые, о, нежно-голубые, всегда со мною твои глаза, всегда со мною твои глаза. И давно ты получаешь такие пластинки? Пластинки? Да, но от кого, не знаю. Это все несерьезно, не по-мужски. Верно, Заур? Верно. А по-моему, очень даже по-мужски. В старину, по-моему, только так джигиты и поступали. В старину не было проигрывателей. Верно, Заур? Да-да, конечно. Эти подарки тебе, Нафисат. Это все мне? Да. Спасибо, Махмуд. Но эти подарки ты получишь только на свадьбу. На какую свадьбу? Чью? На свадьбу Нафисат. Я специально для этого и приехал. Вот с них-то я и начну. Запомни навсегда, сынок, все труды дают плоды. А вот есть еще и такая пословица. Табачный дым не мучает курящего, но раздражает рядом с ним стоящего. Беда, брат, если твой язык в сравнении с головой велик. Эх, молодо зелено. Салам алейкум! О, Махмуд! Ва алейкум салам! Гость дорогой! Как у нас говорят, силен хозяин или слаб, приходит гость, хозяин раб. Хозяин бог и падишах для тех, кто у него в гостях. Я вижу, Махмуд, что и там, в Москве, ты не забыл мудрого слова наших гор. Поговорки жить нам помогает, хоть порой и горькими бывают. Нравится мне здесь. Хороший у тебя дом, Хасан. Хозяйство.
Достаток? Да. Стараемся, работаем потихоньку. Ну, как говорят старики, если жить без жены, жизнь пуста. И джигит без жены сирота. Верно говоришь, Махмуд. Молва о храбреце озарена красой жены. Не только статью скакуна. Вот у меня жена. Кто? Жена. Молодец. Недавно орден получила. Детишки растут. Кто? Детишки. Живем хорошо. Да, хороший жених не сидит и не ждет, когда к нему Махмуд придет. Что ты сказал, Махмуд? Да так, новую пословицу придумал. А это тебе на память, Хасан. Шили по спецзаказу для олимпийской команды. Можно начинать? Репетируем твои глаза. Нет, для меня не просто ты красива, ты цвет весны, ты небо, бирюза. И вижу я, как колосится небо, когда лучатся твои глаза, когда лучатся твои глаза. Темнеют дали, если их туманит непрошенная горькая слеза. И вижу я, как луг альпийский вянет, когда печальны твои глаза, когда печальны твои глаза. В них летний зной и тени заревые, и детский смех, и звонкая роса. О, милые, о, нежно-голубые, всегда со мною твои глаза, всегда со мною твои глаза. Эй, парень, не на пастбище находишься. Извини, друг. Тороплюсь. Здравствуй, Магомед. Привет, Заур. Привет. Неужели новую песню сочинил? Да, новую. Так быстро? Слушай, давай запишем скорее, а? Ну, давай, заходи. Заходи. Знакомый стук не потревожит мою незапертую дверь. Ты не придешь сегодня
тоже. Тебе не нужен я теперь. Ты стать могла моей судьбою, но звезды даром отцвели. В пустынном небе надо мною летят курлыча журавли. Летят над лесом и над жатвой, далеким зорям за село. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Смелей, смелей, Яслав! Что ты за холку держишься? Отпусти руку! Возьми поводья! Смотри-ка, стреля упустил! Найди его! Молодец! Здравствуйте, дядя Адиль! О, с приездом, Махмуд! Сразу на ферму потянуло! Давай, Аслан! Падать ты научился, это уже хорошо. Животному нужно навязать свою волю. Хоть тигру, хоть шакалу. А коню тем более. Хорошо ты объезжал коней, Махмуд. Видел бы ты, Аслан, как он это делал. Родео. Я бы мог и сейчас показать, если бы ногу в цирке не покалечил. Может, все-таки рискнешь? А вообще-то могу, но только другим способом. Каким? Сейчас покажу. Чигет, веди себя хорошо, не буянь, расслабься. Понял? Понял. Значит, договорились? Эй, парень! Можешь теперь покататься на нем? Садись. Махмуд знает, что говорит. Молодец, Махмуд. Ты в цирке, видимо, многому научился. Что да, то да. Но ведь и твой сын знатным коневодом стал. На доске почета висит. Мой сын? Мой сын летчик. На Ту-144 летает. А на доске почета кто? Я. В 36-м году я стахановцем был. Правда, хорошая фотография, а? Поэтому и дал ее для доски почета. Товарищи, как известно, и на сегодняшний день наши показатели не улучшились. И мы плетемся в хвосте соревнования. Почему? В чем причина? Почему бригада Ахмета и бригада Нафисат работают хорошо, а мы плохо? Почему?
Может, потому что они с песней работают? С песней? С песней. Ведь песня строить и жить помогает. Да. В этом что-то есть. Может, и нам попробовать с песней. Что скажешь, Мурат? Можно. Нам терять нечего. Проснувшихся долинах цветет на зиме клин, зеленая пшеница и солнный цвет долин. Привычно по долинам желтее янтаря, подсолнечник разлился, как целая заря. Ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра. Ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра. И ветры жмет долины, упруги и легки, качают кукурузы, сильные хохолки. Долина реки вереск, шелест полей, и песня хлеборобов, летящая с полей. Ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра. Ой-ра-ра-ра, 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 ой-ра-ра-ра. Долина трав неснятых, пружинистый ковер, раскинутых ступенях, встающих в дымке гор. И небо подпирая, сверкает крутизна, и слито бурник лёга с напевом чабана. Ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра. Ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра. А горы это горы, здесь ближе и слышней. Движение опала, дыхание камней. Летит, как птица, песня, ровесница зари. Подхватывают песню на склонах косари. Ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра-ра-ра. Ой-ра-ра-ра, 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 ой. Хороший парень, Ахмед. Здравствуй, Махмуд. Привет, сестричка. Я тут на кониферме был. Решил тебя встретить. Что ты там делал? Я в последнее время каждый день там бываю. Эксперимент с лошадьми провожу. Ой, а какой? Пока секрет. Кто это? Это спасатели. Ищут в горах туристов. После грозы целая группа заблудилась.
для меня не просто ты красива, ты цвет весны, ты небо, бирюза. И вижу я, как колосится небо, когда лучатся твои глаза, когда лучатся твои глаза. Хороший парень. Ничего не скажешь. Как это я его раньше не приметил. Если их туманит непрошенная горькая слеза, и вижу я, как луг альпийский вянет, когда печальны твои глаза, когда печальны твои глаза. Проходи, Ахмед. Садись. Спасибо. Чувствуй себя как дома. Я тебя таким пивом угощу. Мне друг достал. Вот видишь, вроде бы и не пиво, как тушенка, а все-таки пиво. Попробуем. Так. Так. Вкусное. Дорогое, наверное. Как сказать, дегустационный образец это. Холодное очень. Теплое пиво – это уже не пиво. Что значит с выставки, а? Даже пить жалко. О, у меня тут в запасе еще имеется. Да, хорошо, что вспомнил. Здорово вы поете с моей сестрой, а? Ой, райда-райда, ой, райда-райда, ой, райда-райда. О, заслушаться можно. Дуэт, что надо. Очень вы с Нафисат друг к другу подходите. Ты так считаешь, Махмуд? Да. И уверяю тебя, что родственные чувства тут ни при чем. Говорю тебе как друг, а не как ее брат. Я бы на твоем месте такую девушку не упустил. Спасибо. Хорошо, что ты приехал. Я ведь уже несколько раз говорил с Нафисат об этом. А что она? Не знаю. Говорит, что должна очень полюбить человека. А тебя, выходит, не очень любит? Чепуха. Полюбит тебя. Больше некого. Я всех изучил. Ты так считаешь, Махмуд? Даю тебе слово. Спасибо. И потом, Махмуд, вот выступим мы с Нафисат на фестивале. Нас заметят, пригласят в Москву. Будем петь в каком-нибудь столичном ансамбле. По Союзу будем ездить. А может быть и... Хорошие у тебя планы. С перспективой. Ты мне очень понравился. Считай, что ты уже в Москве. Я все устроил. А за Нафисат будь спокоен. Поручи это дело мне. Ну, пей, родственник. Товарищи, и на сегодняшний день наши показатели не улучшились. Мы по-прежнему плетемся в хвосте соревнования. В чем причина? Песни, конечно, помогает, но слабовато. Почему? Бригада Ахмета и бригада Нафисат работают хорошо, а мы плохо. Почему? А? Заур, не знаешь? Тут наши не пролетали? Пролетали? Туда?
Странные люди. Дорогу в небе у нас спрашивают. А с тобой поговорить хочу. О чем? Об Ахмете. Интересно, говори. Парень хороший. Поет хорошо. Голос красивый. Планы у него на будущее дельные. Любит он тебя, Нафисат. Откуда ты все это знаешь? Говорил я с ним. Какое ты имел право? Кто тебя об этом просил? Это же мое личное дело. Ты меня позоришь, Махмуд. Я запрещаю тебе впредь искать мне жениха, понял? Ну ладно, не сердись. Хочешь, вертолет остановлю? Какой еще вертолет? А вот смотри. Прощай, Нафисат. На искры улетаю из топки паровоза, и тихо замирая гаснут слезы, а губы шепчут, что же делать не знаю. В чем дело, товарищи? Неизвестный юноша спас группу туристов, накрытую в горах снежной лавиной. Один из туристов успел сфотографировать героя, который, совершив благородный поступок, скрылся. Да, это Заур. Заур. Да, да. Молодец. Молодец. Смотрите, нам-то он ведь мог сказать. А в прошлом году, когда он возле старой крепости нашел золотую корону, мы тоже узнали последними по телевизору. Вот видишь, Нафисат, у вас одни показатели, а у нас другие. Надо будет собрание в бригаде провести, обсудить его поступок. Почему тебя вдруг
занесло в горы. Я же говорю, случайно. А корону ты тоже случайно нашел? Нет, случайного ничего не бывает. В момент бедствия люди посылают очень сильный гипнотический сигнал. Странно. Ты этот сигнал почувствовал, а я нет. По-моему, в тебе есть что-то парапсихологическое. Какое? Ну, необыкновенные способности. Ну вот как лошадь, например, чувствует прорубь. Так и ты. Сначала клад почувствовал, а теперь сигнал бедствия. Может, ты почувствовал, но только не как лошадь. Да, конечно, у человека все гораздо сложнее. Слушай, Заур, иди ко мне в ассистенты, а? Я в цирке новый собственный номер буду ставить. Какой из меня ассистент? Ну, не скажи, внешность у тебя подходящая. А если что у меня не получится, ты можешь мне шепнуть по-нашему. Никто ничего не поймет, в чем дело, а? Понял? Понял. Только я не смогу. Почему? Махмуд, зачем ты угощал холодным пивом Ахмета? Ахмет голос потерял. Ну, не совсем же. Зато такое пиво неизвестно, когда еще попьет. Нам на фестивале послезавтра петь. Сколько времени мы готовились, репетировали. Ну, не надо. Нафисат, успокойся. О, а у меня для тебя сюрприз. Вот. Еще одну пластинку почтальон принес. Даже это сейчас меня не успокоит. Знакомый стук не потревожит мою незапертую дверь. Ты не придешь сегодня тоже, тебе не нужен я теперь. Ты стать могла моей судьбою, но звезды даром отцвели. В пустынном небе надо мною летят курлыча журавли. Летят над лесом и над жатвой, далеким зорям за село. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Это я во всем виноват. Моя рука к груди прижата, как перебитое крыло. Слушай, Нафисат, а никто другой не сможет спеть вместо Ахмета? Кто-то другой. Никто не сможет. Почему? Потому. Заур, не зли ее, не приставай. Я
только хотел... Что ты хотел? Объяснить. Что ты Ну, хотел? подождите, дайте дослушать песню. Больше песен сочинять я не буду. Прощай, Нафисат. А если я найду такого человека? Все же ты чудной, Заур. Прости меня. Спасибо тебе, что хочешь помочь. Но на всем Кавказе сейчас не найти человека, который бы смог послезавтра спеть на фестивале все наши песни. Такой человек есть, Нафисат. И он знает все ваши песни. Кто это, Заур? Я никогда не пел на людях, Нафисат. Но раз этого хочешь ты, я спою. Я могу, если хочешь, тебе до рассвета присниться, рассказать о грядущем или вспомнить о чем-то былом. Я могу, если хочешь, к тебе прилететь, словно птица, и ресниц удивленных тихонько коснуться крылом. Я могу, если хочешь, цветок превратиться в багряный, и тебе лепестки благодарно дарить по утрам. Я могу, если хочешь, развеять земные туманы, открывая дорогу веселым и теплым ветрам. Я могу, если хочешь, гореть над волнами в ненастье, маяком озаряя единственный путь к кораблю. Прикажи, если хочешь, и я принесу тебе счастье. Все я сделать смогу, потому что тебя я люблю. Прикажи, если хочешь, и я принесу тебе счастье. Все я сделать смогу, потому что тебя я люблю. Внимание! До отправления скорого поезда номер 72 Нальчик-Москва остается 5 минут. Отъезжающим просим занять свои места. Махмуд! Да! Я забыл тебе сказать, дорогой. Помогло твое индийское средство. Во! Теперь 2 раза в неделю встретиться приходится. Я потом тебе дам одну мазь. Мне из Армении прислали. Экспериментальная, перестанут расти. Спасибо, дорогой. Спасибо, но мне и так хорошо. Да, чуть не забыл. Вот тебе ключи от квартиры. Живи сколько хочешь. Письмо не забудь. Отнеси Былин Люберцеву. Он тебе поможет устроить в ансамбль. Не печалься, Ахмед. Найдешь девушку в 100 раз лучше, чем Нафисат. Вот честно тебе говорю, характер у нее не важный. Я сам с ней все время ссорюсь. Так едем со мной, Махмуд. Нет. Я понял, мое место здесь, на конеферме. В цирке мне делать нечего. Какой из меня гипнотизер? Ерунда одна получается. Ну, пожалуйста, задумай число. Ну, задумал. Это число 7? Точно. Не может быть. Это случайно. Задумай еще. Задумал. Это число 3. Поразительно, Махмуд. Проходите в вагон, отправляемся. Задумай число, сестричка. Задумала. Проходите, пожалуйста. Это число 1. Правильно. Как вы узнали?
Сделай одолжение, задумай число. А зачем? Очень нужно, задумай, потом объясню. Потом не надо. А! Ну, хорошо. Хорошо, я задумала. Большое спасибо. Это число 8? Верно. Получается, Ахмед! Получается! Ну, если его сейчас остановлю. До свидания, Махмуд! Спасибо тебе! До свидания! Получилось! Получилось! Эй, друг, тут наши не пролетали? Я могу, если хочешь, тебе до рассвета присниться, рассказать о грядущем или вспомнить о чем-то былом. Я могу, если хочешь, тебе прилететь, словно птица, и ресниц удивленных тихонько коснуться крылом. Я могу, если хочешь, стать тверже любого алмаза и дорогу тебе прорубить среди сомкнутых скал. Я могу, если хочешь, зайти на вершину Кавказа и увидеть простор, о котором когда-то мечтал.